обстановке в регионе на 1 июня предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация в республике с новой коронавирусной инфекцией, она идет достаточно напряженно. Всего с начала инфекции у нас зараженных 2042 человека. За последние сутки 112 случаев. Из них 95 город Якутск. Последние 4 дня вот у нас практически по 100 с лишним случаев каждый день. При этом мы считаем, что принятые меры по усилению режима, соблюдения режима самоизоляции, который у нас было ранее введено, и те меры, которые по городу Якутска были проведены в эти выходные, они свой результат дадут уже в ближайшие дни. Так, индекс самоизоляции по Якутску вот эти последние выходные, он гораздо выше, чем в среднем по России. Он, наверное, даже один из самых лучших в России и, безусловно, самый лучший по Дальнему Востоку. Поэтому хотел бы поблагодарить всех жителей Якутска, которые соблюдают режим ограничений, за понимание, за ответственность. Только вот вместе, только общими усилиями, работая вот на соблюдение всех принятых ранее решений по ограничительным мерам, мы сможем остановить распространение эпидемии и в Якутске, и в других районах. Что касается других районов, у нас достаточно такая серьезная ситуация по Намскому району. Мы при этом считаем, что при правильной работе оперативного штаба на месте дальнейшего распространения все-таки инфекция не получится, потому что мы работаем именно по ранее выявленным контактам, видим, что это как раз следы тех нарушений, которые были начиная чуть ли не с 9 мая. Ситуация по Алдану, хотя там последние сутки зарегистрировано 8 случаев, она тоже спокойная, это все вахтовые рабочие. Работа здесь идет по четко налаженному плану взаимодействия с недропользователями. Мы не видим сегодня угроз в целом для населения Алданского улуса. К сожалению, за последние дни появились у нас больные в Алекнинском районе. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению контактных лиц. И я дал поручение оперативного штаба в адрес правительства республики подготовить предложение по отмене СХО-ЛОНХО, который должен был проводиться 21 числа в полном объеме. Сейчас готовится это решение, и до конца недели по согласованию с районом оно будет принято, потому что подвергать опасности жизни и здоровья жителей района в условиях, когда коронавирусная инфекция только начинает распространение в районе, тем более может быть достаточно широкий круг контактных лиц, мы никак не можем. 8 человек у нас находятся в тяжелом состоянии, большинство в городе Якутске и в Мирном. Конечно же, врачи делают все, что возможно для их спасения, и в принципе очень хорошие результаты есть. Так, например, за выходные, благодаря на самом деле очень правильной работе наших медиков с искусственного вентиляции легких снята 89-летняя пациентка, которая сейчас уже может уже самостоятельно дышать. Это на самом деле хорошее достижение и радостная новость. И хотелось бы выразить благодарность всем тем медикам, которые сегодня по всей республике борются с этой коронавирусной инфекцией. В целом еще раз хочу призывать жителей республики соблюдать ограничительные меры. Все те меры, которые вот сегодня мы принимаем в рамках нашей работы оперативного штаба, мы уверены, что уже на этой неделе мы увидим позитивную динамику в борьбе с этой болезнью. Но для этого самое главное – это соблюдение жителями республики тех ограничительных мер, которые действуют на территории тех или иных районов и городов республики. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 1 июня. Оставайтесь с нами.
Стратегия развития арктической зоны России до 2035 года. Впервые жители и эксперты объединились, чтобы создать документ общей стратегии развития. Совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и проектным офисом развития Арктики в августе прошлого года был запущен специальный портал, где каждый россиянин мог внести свои предложения в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 идей. Лучшие вошли в документ. Готовый проект планирует представить на подпись президенту уже в июле этого года. Каким образом будет выстроена новая стратегия развития Арктики, узнаем у эксперта ПАРА Александра Воротникова. Александр Михайлович, добрый день. Минвостокразвитие внесло в правительство новую стратегию развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Расскажите, пожалуйста, какие направления и какие задачи определит новая стратегия? Вот мы об этом очень много говорим. Стратегия развития, там, стратегия освоения там, и так далее. Да? Вот надо четко понимать вообще, что такое стратегия. Стратегия – это один из важнейших инструментов реализации политики. Вот важность стратегии в чем? Там намечены теперь мероприятия, которые коренным образом должны изменить ситуацию в арктической зоне Российской Федерации до 1935 года. Причем, смотрите, вот что важно, в стратегии рассматривать как мероприятия федерального уровня, так и мероприятия